Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилlah, альхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины в онлайн-режиме. Мы проходили книгу «Недуги сердца». Тема у нас была «Как бороться со страстью». И там под этой темой есть тема «Награда за вступление в брак и грех прелюбодеяния». В этой теме мы остановились. Помимо, тут говорится в книге, помимо прочего, вступление в брак дает верующему возможность получать награду за удовлетворение собственной страсти дозволенным образом. В хадисе говорится посланника, саллаллаху саллям, и даже совершение любым из вас полового сношения с женой – это милостыня, сказал посланник, саллаллаху саллям. Люди спросили посланника, саллаллаху саллям, о посланник Аллаха, разве то, что кто-нибудь из нас удовлетворяет свою страсть, он получит награду? Он сказал, посланник, саллаллаху саллям, отвечая на вопрос, скажите мне, разве не совершить грех? Скажите мне, он сказал, посланник, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда, сказал посланник, саллаллаху саллям, в хадисе Муслима. Ан-Навави, толкователь хадисов, имам Навави, говорит он, имам Навави толкует Сахих Муслим. И этот имам нам говорит, это доказательство того, что дозволенные действия превращаются в милостыню посредством намерения, и даже исполнение супружеских обязанностей становится поклонением. Если мужчина делает это с намерением соблюсти право жены, продемонстрировать хорошее отношение к ней, которое вменил ему в обязанность Всевышний Аллах, или же в надежде зачать праведного ребенка, либо удержать себя или жену от прелюбодеяния, и от того, что им смотреть на запретное, думать о нем или стремиться к нему, если удержать от этого всего, как тут перечисляется, или же в надежде зачать праведного ребенка, или удержать себя или жену от прелюбодеяния, от того, чтобы им смотреть на запретное, думать о нем, о запретном, или стремиться к нему, запретному, могут быть и другие благие намерения. Ан-Навави объясняет это. Вступление в брак относится к важнейшим способам избавления молодежи от постоянных мыслей об этой страсти, поскольку оно уберегает людей от стремления к запретному и мысли о нем. Аллах оказывает помощь вступающему в брак с целью хранить целомудрие. Айфа называется. Всевышний Аллах обещал через своего посланника, саллаллаху саллям, помогать вступающему в брак, который стремится к целомудрию, потому что он желает, чтобы его раб контролировал свои инстинкты и удовлетворял свою страсть дозволенным путем, вместо того, чтобы совершить запретное. Абу Хурайра радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, сказал: трое вправе ожидать помощи от Аллаха: усердствующий на пути Аллаха, муджахид на пути Аллаха, тот, кто вышел возвышать слово Аллаха, установить закон Аллаха, укрепить законы Аллаха, укрепить ислам. Это фи сабилилля. Раб, договорившийся с хозяином о выкупе и намерившийся исполнить взятые на себя обязательства, то есть мукатиб называется раб, из заката ему полагается также, из заката часть полагается для освобождения рабов, обязательный, который дается мусульманами. Из заката дается освобождение раба от рабства. И тут сказано: раб, договорившийся с хозяином о выкупе и намерившийся исполнить взятые на себя обязательства, тоже Аллах ему поможет. И тот, кто вступает в брак, чтобы сохранить себя в целомудрии, от харама избегая, стремясь к целомудрию. Хадис приводится в Тирмизи. Если для удовлетворения страсти мужчине недостаточно одной жены, так что он опасается совершить прелюбодеяние, он должен жениться снова, то есть еще на другой.
Если же он может ограничиться одной женой, но ему это трудно, то жениться снова для него желательно, но не обязательно. Желательно, но не обязательно. Для такой женитьбы нужно иметь два условия. Не имея условия, какие условия? Быть справедливым в первую очередь. Второе, нужно иметь возможность обеспечения. Как иметь здоровье, также иметь возможность обеспечения второй жены. Необходимым. Второе теперь тут говорится нам. Первое мы говорили. Первое это награды за вступление в брак и грех прелюбодеяния. Об этом мы говорили в первом. Теперь второе пост. Пост помогает молодежи уберечься от прелюбодеяния. От прелюбодеяния избегает человек, мусульманин, мужчина или женщина. Постами помогает молодежи уберечься от прелюбодеяния. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху саллям, и указал молодым людям на это средство. Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анху, передает, что мы были вместе с пророком, саллаллаху саллям, и он сказал, кто имеет возможность жениться, пусть женится, ибо это способствует потуплению взора и оберегает половые органы от запретного. А кто не имеет такой возможности, пусть постится, и пост послужит ему защитой. Хадис Бухари, Муслима. Ибн Каим, ученик Ибн Таймия, из больших учеников Ибн Таймия является как Ибн Каим, как имам Захаби, как имам Ибн Каthир, как также имам, ла иляха илляллах, забыл я четвертого, иншаллах вспомним. Ибн Каим, он указал им на действенное лекарство. Ибн Каим указал молодым людям на действенное лекарство, которое было создано специально для этого, вступление в брак. А тем, кто не имеет возможности вступить в брак, он указал на замену пост. Тот, кто не имеет таких возможностей, поскольку пост ослабляет страсть и сдерживает ее, эту страсть. Тогда как обилие или разнообразие пищи, напротив, усиливает страсть. Таким образом, изобилие и разнообразие пищи способствует возникновению страсти, тогда как пост, наоборот, препятствует этому. Пост в данном случае подобен скоплению самца. Обычно страсть в людях, которые много постятся, угасает или ослабевает. И исключения из этого правила редки. Раудатуль Мухиббин называется книга имама Ибн Кайма. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах сказал, а пост защита, викая, джунна. Бухари хадис это приводится. Пост защищает душу человека от кипения и бушевания страстей и от совершения запретного, поскольку пища усиливает страсть. Имам Куртуби объясняет, толкователь Корана, имам Куртуби, чем меньше еды, он говорит, тем слабее страсть. А чем меньше страсть, тем меньше ослушание. Опять, чем меньше еды, тем слабее страсть. А чем меньше страсть, тем меньше ослушание Аллаха. Тафсир Куртуби приводится. Третье теперь. Расходование энергии на полезные занятия. Молодым людям следует расходовать свои силы и время на различные благие дела, особенно полезную общественную деятельность и призыв к Аллаху, к религии Аллаха. То есть на деятельность, требующую общения с людьми. Это может быть непосредственно призыв к религии Аллаха, помощь нуждающимся, забота о делах мусульман, разработка и осуществление благотворительных проектов и другая полезная целенаправленная деятельность. Это помогает человеку избавиться от этого, как мы сказали. Отказ от возбуждения, четвертое теперь, отказ от возбуждения страсти в других. Время, в которое мы живем, время страстей, оголения распущенности, время фотографий, изображений, разжигающих страсть. Фотографии, изображения, видео и тому подобное, разжигающих страстей разных видов. Время макияжа. Женщины складут макияж, украшения, домов, мод. Есть дом моды открывают. И обольстительной одежды делают. То есть вульгарной обольстительной одежды.
прозрачные, коротко, облегающие. В наше время человек видит то, чего не видели наши предки. Их времена такого не было. В наше время проводятся психологические исследования с целью выяснить, какая именно одежда вызывает наибольшую страсть. И сегодня этим вопросом занимаются ученые-мужи. А конечная цель этой научной деятельности – утопить людей в смуте страсти или омуте страсти. Часто приходится слышать, как о какой-нибудь красивой одетой женщине говорят, если бы она разделась догола, она не казалась бы такой соблазнительной. То есть, благодаря одежде она выглядит намного привлекательнее, чем она есть на самом-то деле. Итак, люди после этого не могут работать, не могут учиться. То есть, мужчинам это, как говорится, да, как болезнь. Как болезнь мужчинам. Проблему делают они. Женщины тоже могут быть соблазняться женщинами. Бывают такие тоже. Женщины тоже бывает, имеется в виду, развратом занимается. Как мужчины мужчинами. Это является фавахиш больших грехов, из больших грехов. Есть женщины, которые наносят чадру, так что она чадра, это чадра, делает ее красивее, чем она на самом деле. Объясним. Так что если бы она открыла лицо, все очарование ушло бы, она закрывается чадрой, а глаза подводит сурьмой так, чтобы обольщать и очаровать молодых людей своим пленительным взглядом. То есть она себя красит. Она не просто закрыла чадрой. Чадрой закрыт это альхамдулилля. Но она себя красит и выставляет свои глаза таким образом. Распространители нечестия основали дом мод. Дома мод, который занимается разработкой и пошивом одежды. И открыли развращающие каналы, на которых транслируются показы моды. И люди смотрят на эти каналы, следят за новинками этих домов мод и стремятся купить эту одежду. Фабрики работают день и ночь, снабжая всех желающих подобной одеждой. И сегодня в магазинах трудно найти скромную одежду. В большинстве своем она рассчитана на то, чтобы обольщать и разжигать страсть, запретную страсть. Пятое теперь. Вступление в близость с женой, когда возникает искушение. В наше время от запретной страсти страдают не только холостые, но и состоящие в браке. Более того, искушение порой оказывается сильнее именно для состоящего в браке, потому что он уже имел опыт отношений с женщинами. А тот, кто попробовал нечто, не подобен тому, кто не попробовал этого. Поэтому состоящие в браке также должны быть внимательны. И если женатого человека охватила страсть из-за увиденного изображения или полураздетой женщины, то ему следует поспешить к своей жене, дабы удовлетворить с ней свое желание и прогнать наваждение, чтобы не попасть в оковы шайтана. Джабир, ради Аллаху анху, сподвижник, передает, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пророков даже соблазняли и соблазняют до сих пор праведных. Увидел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, какую-то женщину, после чего подошел к своей жене Зайнаб, которая в это время была занята дублением кожи. Удовлетворил с ней свое желание, он вышел к своим сподвижникам и сказал: поистине женщина приходит в образе шайтана. Женщина приходит в образе шайтана, женщины. Оберегайте от себя мужчин. Приходит женщина в образе шайтана и уходит в образе шайтана, дьявола, сатаны. И если кто-нибудь из вас увидит женщину, пусть вступит в близость с женой. Не с чужой, а с женой. И это прогонит то, что запало ему в душу. Хадис с Муслимом приводится слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А в другой версии говорится, поистине у него есть то же, что и у той. То есть у твоей жены есть то же, что и то, что ты увидел, это, как говорится, женщине тоже есть. То, что ты увидел харамную женщину, то, что есть у этой женщины, также есть у твоей женщины. Этот хадис приводится в Тирмизи. Слова «увидел какую-то женщину» означает, что взгляд его случайно упал на эту женщину.
Или же это было до ниспослания аята о хиджабе? Или же это было аят до хиджабе? Аята до хиджаба. Постепенно было, в конце было полностью чадра была, то есть полностью паранджа была после последних аятах. Юднина алейхинна мин джалабибихинна в этом аяте. Абу Кабша аль-Анмари передает. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху салям, сидел со своими сподвижниками, вдруг зашел в дом, а потом совершил полное омывение и вышел. Мы спросили у посланника Аллаха, что случилось? Он ответил, да, мимо меня прошла такая-то, и в сердце моем зародилось влечение к женщинам. И тогда я пошел к одной из своих жен и вступил с ней в близость. И вы поступаете так же в подобных случаях, чтобы сердца не заболели. Поистине к наилучшим из вас дел относится к дозволенной близости. Поистине, он сказал, к наилучшим из ваших дел относится дозволенная близость. Относится дозволенная близость. Это передается имамом Ахмадом. Имам Науви теперь объясняет, из-за чего в нем зашевелилась страсть у посланника, саллаллаху салям, как у пророка, у посланников было, но они эту страсть не осуществляли запретным путем, как любят сегодня мужчины и женщины запретным путем, или другие их, как говорится, да, поведение запретным путем. Тому, кто увидел какую-то женщину, из-за чего в нем зашевелилась страсть, желательно прийти к своей жене и вступить с ней в близость, чтобы ослабить напор страсти, успокоиться и сосредоточиться на делах, которые ему предстоит сделать. Шайтан подталкивает мужчину к тому, чтобы стать жертвой искушения, причиной которой является женщина, потому что Всевышний Аллах вложил в мужчин влечение к женщинам. Желание смотреть на них и склонность к тому, что связано с ними. У мужчин это есть, но их нужно исполнять халяльным путем. Женщина подобна шайтану, который призывает ко злу посредством наущений и приукрашивания этого зла для человека. Следовательно, ей не стоит ходить среди мужчин без необходимости. А мужчине следует отводить взор от ее одежды и вообще отворачиваться от нее. Имам Науви это приводит. Имам Науви, как мы знаем, как Ибн Таймия, не успели жениться и умерли. Они служили Аллаху, этой религии служили. Некоторым может показаться странной эта прямолинейность, которая присутствует в обоих хадисах посланника, саллаллаху салям. Однако, когда мы узнаем причину этой прямоты, удивление проходит. Это лечение проблем. Столько преступлений, столько убийств, столько разводов не было бы, если поняли бы этот вопрос правильно. Женщины, в первую очередь, которые не понимают, и также мужчины. Женщины являются совращающими этих мужчин. И мужчины им разрешают совращать, не понимая, что нельзя женщине выходить, совращая мужчин. И потом преступления бывает. Эти преступления, причина этих преступлений кто? Женщины. А если дома есть мужчина, он должен был ей сказать, сиди дома. Это очень важный вопрос. И пророк, саллаллаху салям, прямо сказал, это не полностью запрещается, выходит она по нужде, сейчас, иншалла, объясним. Это очень важный вопрос. И пророк, саллаллаху салям, прямо сказал о действии, которое совершил из-за его важности, дабы научить мусульман, как следует поступать в подобных случаях. Посланник научил, как поступать в подобных случаях. Шестое теперь. Удерживание женщины от бесполезных выходов. О, тема. Удерживание женщин от бесполезных выходов из дома, то есть. А представляете, если эта женщина выходит в дом моды и показывает там моду еще. Когда женщина выходит из дома, шайтан устремляется к ней, женщине, и начинает приукрашивать ее в глазах смотрящих. И мужчинам она начинает казаться красивее, чем она есть. На самом-то деле она не такая красивая. Таким образом, шайтан пытается поймать людей в сети страстей и мерзостей. Поэтому покровители женщин, мужчины, ихние отцы, ихние братья, ихние мужья, ихние сыновья, братья, дяди. Поэтому покровители женщин не должны позволять им выходить на улицу,
или отправляться в общественные места без надобности, оберегая их честь и целомудрие, и помогая тушить пламя страстей, бушующие в наше время со страшной силой. 7 теперь. Сейчас, может быть, женщины спросят, а как нам выйти работать, на жизнь заработать? Это если у вас нет опекуна, который вас обеспечивает, помогает вам. Это уже исключением. Но нужно одеться правильно, подобающе. Не нужно краситься, когда вы ходите. Как, допустим, некоторые европейки, они не красятся. Они как будто на огороде работали, выходят. Как будто на огороде работали, выходят. А тут, получается, некоторые мусульманки что делают? Накрасились, как будто с одного станка выпущены одинаковые кирпичи. Потом делают губы, макияжи, как говорится, да, из этого салона не выходят, потом совращает мужчин таким образом. А на самом-то деле они не такие, как они выходят из салона. Итак, тут говорится, оберегая их честь и целомудрие, и помогая тушить пламя страстей, бушующие в наше время со страшной силой. 7 теперь. Больше домашнего поклонения должно быть. Больше чего? Домашнего поклонения, как у мужчин, так и женщин. Не превращай свой дом в могилу, в которой нет ни поминания Аллаха, ни чтения Корана, ни изучения религии, ни чтения религиозных книг, ни обращения к Нему с мольбами, ни поклонения, ни покорности Ему. Оживляй свой дом посредством покорности Всевышнему Аллаху. И видели в нем особое место для совершения молитвы. То есть выдели место дома. В нем особое место для совершения молитвы. И пусть у тебя будет дома, чего? И пусть у тебя будет Коран для регулярного чтения и любой прибор, на котором можно прослушивать чтение Корана. Сделай себе библиотеку из книг, содержащих коранические науки и науки, связанные с сунной посланника, саллаллаху алейхиссалям, а также других полезных для всей 7 книг на темы религиозные и мирские. Это помогает человеку устремиться всем своим существом к Господу и не так сильно реагировать на позывы страсти. 8 теперь. Обращение к Аллаху с мольбами должно быть, чтобы мы спаслись от этих грязных страстей. Дозволенным путем, чтобы мы смогли их исполнить. Как пророк, саллаллаху алейхиссалям, научил свою общину. Мольба – безотказное оружие в трудных ситуациях. Это действенное средство, которое верующий должен использовать постоянно. Всевышний Аллах сказал, если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко мне. Сура Бакара, 186 аят. Убада бин Самит, рады Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал, любому мусульманину на земле, который обращается к Аллаху с мольбой, Аллах непременно дарует то, о чем он просит, или же отводит от него равноценное зло. И если только он не просит о том, что является грехом или разрывом родственных связей, это просить нельзя. Греховное и разрыв родственной связи. Один человек из числа присутствующих сказал, тогда люди будут обращаться с мольбами много, к Аллаху они будут обращаться, не к могилам, не к мертвым. Он сказал, Аллах способен сделать еще больше. Хадис приводится имам Тирмизи. Вспомните также историю пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалам. Пророка Юсуфа, с какой мольбой обратился он к Аллаху, когда его пытались соблазнить и склонить к греху. Королева Египта. Всевышний Аллах сказал, он сказал, Господи, пророк Юсуф сказал, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд. Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Поясни он, слышащий, знающий. Сура Юсуф, 12 сура, 33-34 аята говорится. Если тут поразмышлять, пророк Юсуф не выбрал прелюбодеяние и тюрьму. Он выбрал тюрьму вместо прелюбодеяния. Как сегодня некоторые вместо тюрьмы готовы сделать и прелюбодеяние, вместо тюрьмы готовы также убивать невинных людей.
Лучше тюрьму выбрать, как пророк Юсуф, алейхиссалату вассалям, выбрал. Пророк Юсуф выбрал что? Тюрьму, но не преступление, но не посягательство на чести, не посягательство на крови чужих, запретных. Пророк, саллаллаху саллям, также обучал своих сподвижников мольбам, которые помогают верующему противостоять страстям и искушениям. Шакаль ибн Хумейд передает: «Я попросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, научи меня какой-нибудь мольбе, дуае». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Говори: о Аллах, поистине я прошу у тебя защиты от зла моего слуха и от зла моего зрения, чтобы на харам не смотреть, и от зла моего сердца не думать о нем, и от зла моего семени, которое выходит от мужчин». Как звучит эта дуа? Аллахума инни а'удhu бика мин шарри сам'i, ва мин шарри басари, ва мин шарри кальби, ва мин шарри мании. Итак, сделал посланник, саллаллаху алейхи, это дуа. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, говорил: «О Аллах, поистине мы просим у тебя верного руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка». Эта дуа также приводится: «Аллахума инна нас'алука аль-худа ват-тука валь-афафа валь-гина». Эта дуа тоже является сунна, выучите. Он просил целомудрие у Аллаха, которое необходимо для противостояния страсти. И опасайтесь самообольщения, дорогие братья и сестры. Не самообольщайтесь своим поклонением, своим поведением, своим целомудрием. И опасайтесь самообольщения. Не обманывайтесь самим собой, своими достижениями, которое удерживает человека от обращения к Аллаху. Если человек самообольщенный сам собой, своими поклонениями, то он не будет просить Аллаха, не будет поднимать руки к Аллаху, не будет он просить. И опасайтесь самообольщения, которое удерживает человека от обращения к Аллаху с мольбами и внушает человеку ложное спокойствие. Это дьявол делает с ним. Усыпляющие бдительность и заставляющие человека думать, что ему ничего не угрожает. И у него все хорошо, ему ни о чем беспокоиться. Даже пророк Ибрахим, алейхиссалату вассалам, опасался для себя идолопоклонства и обращался к Господу с такой мольбой. Пророк Авраам, Ибрахим. Он сказал, пророк Ибрахим: «Господи, сделай этот город безопасным, Мекку, и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Сура Ибрахим, 35 аят. Он просил у Аллаха защиты не только от мелких прегрешений, но и от великого ширка, большого ширка, то, что вводит человека из веры, из имана, ислама. Так что не говори: «Я праведный юноша», не говори. «Я имам», не говори. «Я хатиб, проповедник», не говори. «Я наставник», не говори. «Я искатель знаний, исследователь», не говори. У каждого есть основание бояться искушений. А если мы опасаемся искушений, значит, мы должны обращаться к нашему Господу с мольбами, просить у Него защиты. Как пророк Ибрахим. Мы же не лучше пророка Ибрахима, алейхиссалату вассалам. Они чуть было, сура «Ночное путешествие Исра», 74 аяте говорится: «Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе откровение, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда они полюбили бы тебя, мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Если не поможет юноше Аллах, его усердие его погубит. Он сам не может никак без Аллаха. Он должен просить у Аллаха стойкости на религии, Аллаха просить о помощи, чтобы он мог исполнять 5 намазов в свое время. Он Аллаха должен просить, чтобы он оберег от разных видов запретных страстей. 9 теперь. Размышление об опасности, которое представляет следование запретным страстям. Яхья ибн Муаз сказал: кто радовал члены тела своего наслаждениями, тот посадил для себя дерево печали и сожаления. Заммуль Хава называется книга. Порицание страстей называется книга. Послушайте, что говорит Яхья ибн Муаз заново.
кто радовал члены тела, органы своего тела, своего наслаждениями, то посадил для себя дерево печали и сожаления. Это те, кто харамом пользуется дозволенным чересчур также, дозволенный и чересчур пользуется. Итак, он будет в сожалениях, этот человек. Человек говорит, это игра дозволенная. Ну ты чересчур играешь, слишком много времени проводишь. Будь это, допустим, футбол, поиграл, но ты слишком много проводишь. Сколько ты времени перед Кораном проводишь? Сколько ты времени для своего сердца, своей души проводишь? Чтобы понять состояние своей души, чтобы понять, кто Аллах, кто Создатель твой, чтобы понять, кто является пророк, саллаллаху салям, и что это за религия, сколько ты времени проводишь. Итак, состояние души, понять, кто Аллах, Создатель твой, какая у тебя религия, кто был послан последним. Это 3 вопроса Аллах спросит в могиле, сколько люди проводят. И будут потом сожалеть, потому что они тратили и в харамном, и в дозволенном. Абдус Самад Аз-Захид сказал, беспечен тот, кто не знает, что страсти – это силки. Заммуль Хава называется книга, там приводится. Если человек задумается о том, сколько бед проносят людям прелюбодеяние, и сколько вреда причиняет оно им в этом мире и в мире вечном, то он непременно поймет, какую опасность представляет для людей следование запретным страстям. Иншаллах, на следующем уроке расскажем вам историю целомудренных людей. И сегодня мы закончим, иншаллах, наш урок. Если у вас есть вопросы, спрашивайте ваши вопросы. Баракаллаху фикум.